Хорошая ориентированность в пространстве и уверенность в маневрах. С таким бодрым настроем участники проходят испытания, которые разделены на 5 так называемых станций, среди которых фигурное вождение велосипеда, знаток правил дорожного движения и мой друг велосипед. Сегодня здесь собрались сильнейшие команды из разных школ республики. Цель у всех одна – попасть в финал. Сегодня участники регионального этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» определяют, кто лучше знает правила дорожного движения. Этот уровень один из самых сложных. Проехать нужно по импровизированной дороге, соблюдая все правила, не задев ни одного ограждения. Ребята маневрируют между фигурами, земли касаться нельзя. Препятствия. Помимо практики, сотрудники ГИБДД проверяют и теоретические знания правил дорожного движения. Для этого специально заготовлены тесты. Юным инспекторам нужно решить больше 20 заданий. Несмотря на сложность, дети уверены в своей подготовке. Их консультировали наставники. Я готовилась к конкурсу очень тщательно. Нам дали малый срок, но мы постарались вложить все усилия в этот конкурс. Преподаватели выбрали меня, чтобы я была среди команды, но так-то я очень сама хотела. Я любила правила дорожного движения, всегда им следовала. Мне больше всех понравился знаток правил. То есть там было не сложно и не легко, так, средний. Были сложные вопросы некоторые, были и легкие некоторые вопросы. Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» – это командное первенство среди обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Конкурс проводится Министерством просвещения страны и Министерством внутренних дел России. Представлять республику в финальном сезоне будет та команда, которая наберет меньше всех штрафных баллов. Он ежегодно проходит, и в этом году мы решили его провести на базе Центра образования. Там очень много этапов, и все наши команды, они готовились. Это лучшие дети, которые, заняли первые места в своих городах, районах. Конкурс проводится ежегодно во всех регионах страны для того, чтобы воспитать законопослушных участников дорожного движения, сократить количество аварий с участием несовершеннолетних, а также сформировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни. Мы надеемся, что вот эта искринка, которая загорается в сердцах детей, и то желание, которое они проявляют в участии в той работе, которую мы проводим, и то, что они делают внутри школы, будет в последующем служить для той работы, которую они могут выбрать, то есть службы в госавтоинспекции, либо в правоохранительных органах. Ну и самое главное, они будут понимать, что правила дорожного движения – залог безопасности, и уже в последующем будут более грамотными, культурными участниками дорожного движения. Сегодня за право представлять регион на всероссийском конкурсе боролись 9 команд, но лучшими признали вторую школу Малгобека и вторую школу Сунжи. Финальный этап пройдет уже этой осенью. Малика Измайлова, Магомед Даскиев, Новости 24.